позвоночнике, то есть как раз вот в унисон. Мы помним о регламенте, да, потому что у нас еще много выступающих. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Спасибо, Шаца Олеговна, за эту конференцию и вас всех с наступающим Новым годом. Я нормальный-терапевт, народный целитель, занимаюсь позвоночниками и я очень серьезно занимаюсь зооартризмом. Хочу рассказать и посвятить вам, потому что здесь надо друг другу помогать. И здесь надо друг другу помогать и рассказать о своем опыте и дарить другим свой опыт. Потому что каждые 10 лет выходят новые знания, выходят новые методики. Мы должны уважать и ценить эти новые методики и этих новых учеников. Потому что мы хотим, не хотим, наши знания стареют. 10-20 лет, но когда новые знания выходят, надо их уважать и совместить всех. Что я хочу сказать? Вот мы были в Аркаиме, вот очень хочу всем донести это. Надо, чтобы каждый целитель, каждый человек посвятил Аркаим, потому что там очень хорошая энергия, открываются новые знания, приходят новые методики человеку, новые двери, новые ворота открываются. Там помогают нам всем наши архангелы. Обязательно нужно идти вот в Аркаим. Очень хорошая энергетика. Вот наша царевна, когда мы были там, извините, я так буду говорить. 50% скидка, да. Как я всегда говорю, я без мат, 50% скидка по всему. Она не просто президент ассоциации, но она и хорошая целительница. И она может дать даже другим открывать врата, другим открывать двери. И помогать новым вот ученикам, новым, кто приходит, возможности. Потому что здесь вот в нее я жадность не вижу, потому что она помогает всем. Надо помогать всем. Вот приходит даже по ее методике, по-другому, она помогает, учит. Вот это я канал ее увидел в Аркаиме, что она такая добрая, милая, что хочет всем хорошего делать. Уважаю. И получается как? Многие говорят, что знания пришли из Китая 5000 лет назад, потом из Индии какое-то 1000 лет назад. Но в Аркаиме именно нам рассказали то, что мы видели по своим каналам. Первая цивилизация, получается, была в Аркаиме. Первая цивилизация. И вот наша белая раса. Оттуда вот пошли люди в Иран, в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Это арийская раса, помните, да? Арийцы. Это чистая арийская раса. Это получается, что вся Европа, Россия, это, если взять историю, это арийцы. Если взять это арийская раса, умная, ученая раса. И именно вот наш первый пророк родился 3700 лет назад. Заратуштра. Да, Заратуштра, в Таджикистане. Это первый наш пророк. И я очень рад стал, что вот мы ценим это. Надо ценить нашего первого пророка, нашего первой веры, что вот мы зороастризмы. Потому что знание пошло оттуда. Как вот вы везде, в церкви, даже в других местах используете огонь. Огонь что это такое? Она целебная. Огонь уничтожает все негативные энергии. Это остался от Авеста, от зороастризма. Это наша белая раса, это наш пророк. Мы все арийцы, мы все братья, мы все друг друга должны уважать и понимать. Даже вся Европа пошла из Аркаима, потому что вот все мусульмане, да, ходят, молятся каждый год в Макка, да, в Мекку молятся, грехи отмывают. Вся белая раса, вся арийская раса должна приехать в Аркаим, здесь молиться. Здесь ваш канал, здесь открываются все каналы, вся энергетика идет. Здесь мы очищаем и набираем силу себе. И каждый целитель набирает силу, заряжается и лечит людей. Обязательно должны посвятить и приезжать в Аркаим. Буду рассказывать о своем работе. Я начал работу, практиковать работу с 2005 года.
Я хорошо работаю и ювелирно работаю с позвоночником, но шейный отдел это очень опасный отдел, я всегда боялся с ним работать, это очень было хрупко и очень серьезный отдел. Можно сделать инвалидом человека, но всякие последствия может быть. Я с шейным отделом был очень аккуратен, и с 2005 начал эту работу. В 2015 году я разработал методику именно с шейным отделом. Сейчас я работаю с шейным отделом очень хорошо, ювелирно, и за 3-4 сеанса могу восстановить шейный отдел. И даже весь позвоночник. За 3-4 сеанса максимум. Именно вот пожилых людей, когда мы работаем, мы заряжаемся энергией, я ставлю руки, даю энергию. Именно вот пожилым людям даю энергию. Позвоночник, вот сами диски, они становятся мягкие, как пружина. И я аккуратно их двигаю, ставлю на место. Когда вот человек в возрасте, у него кости слабеют, остеопороза много. При сильнее, чуть-чуть больше удара или намного сильнее, кость может ломаться. А когда даешь энергию, заряжаешь человека, кость, не кость, а диск само становится очень мягким и аккуратно, ювелирно вправляешь. И шейный отдел я тоже научился, чтобы ювелирно вправлять. И здесь вот в Москве мы принимаем тоже людей, вот в тепло души. Ко мне пришел один мой пациент, ну, такой хороший человек. У него после СВО немножко в шейном отделе были большие проблемы. И у него была разработка своя методика, вот, работать с шейным отделом, потому что был у него болезнь и хотел выйти из этого положения. Но как-то вот упражнения держат только на этом уровне, какой есть. А когда вправляешь позвоночник, ставишь на место, упражнения держат человека. Он разработал свою методику, и когда я с ним прошел первый сеанс, он спросил, можно мне работать вот с этим упражнением, которое я придумал, разработал. Я сказал, да, надо работать, потому что остеофитов очень сильно там много. Если мы чуть-чуть неаккуратно сделаем, вот, можно делать человека инвалидом. Очень шейный отдел такой опасный отдел. И он начал тоже работать своей методикой. Мы после второго сеанса у него легче стало, его методика тоже помогла. А то, что я вправлял, а его методика держит на этом уровне. После третьего сеанса он золотой. И проводит свою методику. Потом мне многие пациенты говорят, насколько держит ваша работа. Вот вы работали 3 сеанса, да? Сколько держит оно будет? Насколько я могу удержаться? Это полгода. А если будете заниматься упражнением, тогда на всю жизнь хватает вам. Вот эти 3 сеанса. Вот это новая методика, которую я зауважал этого человека, его мысли, что вот можно помочь другим теперь, вот чтобы удержать на этом уровне. Я просто хочу на минутку позвать его, и чтобы он рассказал. Александр Краснев, выходите, пожалуйста. Пусть он расскажет, как он свою методику вот разработал. И... Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Александр Красавин, я член Российского союза писателей, психолог. В 22 году я ушел добровольцем на специальную военную операцию, стал в ряды политотдела 58-й армии. По возвращении написал свою книгу на тему посттравматического синдрома и адаптации участников специальной военной операции «Разорванный круг или путь домой». Также разработал оздоровительно-адаптационную программу «Сила Дар», которая направлена на работу с шейным отделом позвоночника. По возвращении со специальной военной операции у меня были проблемы с шейным отделом позвоночника. Я, как многие мужчины, военные и вообще прошедшие экстремальные события, не обращался к врачам, пока совершенно случайно не познакомился с уникальным доктором Бахтиером Шохевым. После первого сеанса прогноз, который он дал мне, что будет на месте зафиксированы отклонения, получается, то есть как бы я смогу удержать свое здоровье только на том уровне, который уже существует, он меня не устроил. Я поэтому с ним обратился, что могу ли я свои упражнения применять, то есть без вреда для его работы, как мануалиста.
с его разрешения и под его вниманием я модернизировал свои упражнения. И после второго и третьего сеанса у меня, значит, он зафиксировал полное отсутствие отклонений. То есть у меня все выровнялось, то есть уникальный случай, который, как вот он сказал, это бывает там на тысячи, на миллионы, там, то есть и так далее. Вот. Поэтому изначально я эту программу разрабатывал как для мужчин, проходящих экстремальные события. Но после тестирования, которое зафиксировал Бахтияр Шохи, да, он сказал, что это можно применять всем людям. То есть, по сути, для всех людей, у кого есть проблемы с шейным отделом позвоночника, кто не согласен с диагнозом шейный остеохондроз, кто выбирает жизнь и здоровье в счастье, любви там, для себя и своего здоровья, в принципе, программа Сивадар. И обращайтесь к Бахтияру Шохеву, потому что уникальный специалист. Я не рассчитывал, что за 3 сеанса у меня вернется ко мне энергия, самочувствие, желание работать. Так я пишу вторую книгу, как бы я это сразу почувствовал. Полное отсутствие, получается, предыдущих вот этих симптомов, что у меня были онемения рук, у меня даже там порой бывали головокружения, что в принципе для человека, который занимается каждый день спортом, как бы было не свойственно. То есть я, конечно, с этим боролся, но боролся чисто по-мужски, никому не обращаюсь, то есть вроде само пройдет. Вот, поэтому, что хочу сказать, само не проходит, получается, когда встречаешь тех людей, кому дар свыше. Почему я назвал программу Сивадар, потому что она разработана под руководством Бахтияра Шохева, потому что сила вернулась, и получается, это можно считать как дар свыше. Вот. Спасибо вам огромное. Лучше, что тоже добавить. Благодарю. Я со своими, получается, то есть как психолог, как военный психолог, со своими разработками постоянно езжу на специальную военную операцию, вот, контактирую с военными психологами и капелланами. Капелланы — это военные священники, так называется сейчас должность в армии. С 8 по 9 мы снова выезжаем туда, 299-ю дивизию парашютно-десантную. У кого есть желание поучаствовать, что-то передать, вы можете обратиться ко мне. Мой телефон 8 3 девятки 594 1007. Можно передать медикаменты, деньги, получается, что-то такое, что нужно твердо понимать, что это, скажем, не стоит передавать коробки печенья там, и какие-то огромные, получается, одеяла, потому что место в машине всегда ограничено. То есть, вот, медикаменты, деньги, что-то вот такое полезное, там, что применимо, получается, и носит высокую, получается, либо технологичную, либо лечебную ценность, вот это, там, или финансовую, что можно также на закупку таких медикаментов тратить. Еще раз повторяю номер 8 3 девятки 594 1007. Спасибо вам огромное, благодарим вас. Вам успехов. Благодарю за выступление. Да, спасибо огромное, вам успехов, здоровья и вот продвижения в ваших этих начинаниях. И я думаю, будет новая информация, и мы с вами встретимся в следующий раз на нашем мероприятии. Спасибо, благодарю. с наступающим. Бахтияр, вот для вас сертификат и чаю. Спасибо огромное. Да, на самом деле Бахтияр сегодня затронул такую очень важную, интересную тему. То есть в действительности Аркаим — это уникальное сакральное место, вы помните, находится на одной параллели со знаменитым Стоунхенджем, да, то есть это место силы, это звездные врата, и мы туда периодически выезжаем. У вас есть программы, в календаре есть программы наших мероприятий, которые будут на текущий, будущий 2025 год. Там будут изменения, может быть, по срокам, может быть, мы добавим еще какие-то мероприятия. Ну и вы помните, я говорила о практических занятиях, которые будут. Мы будем приглашать лучших специалистов, из числа тех, кто здесь находится, из числа других специалистов, которых я знаю, и которые могут научить, могут потребовать выполнять вот те или другие практики, не нарушая законов, потому что иногда бывает так, что люди послушали, а потом делают что-то по-своему. Вот как вчера мы слышали, да, выступал у нас здесь господин Олевой, и там очень много нарушений. То есть